что-то. То есть, если сотовый интернет 4G есть, там нормально будет? Там нормально будет. Да. Все. Это понятно? Да. Теперь первый шаг мы только разобрали, представляете? Нулевой. Нулевой шаг, но первый пункт. Но это самый главный пункт, и на это я трачу всегда больше всего времени. Но мы успели разобрать, что такое убеждения, установки, как работает наше подсознание, почему мы имеем жизнь такую, какую имеем. Вы ответы на вопросы получили? Да. Потому что все это есть наше подсознание. И подсознание управляет нашей жизнью. Потому что если сравнить по мощности сознания и подсознания, смотрите что. Сознание – это грецкий орешек на вершине Эльбруса. А Эльбрус – это подсознание. Ясно? Если подружитесь с подсознанием, значит все будет. А подсознание меняет наше окружение. С кем поведешься, того и наберешься. Слышали такое? Да. Теперь, если вы обратите внимание на свое окружение, ваше окружение имеет именно тот доход, который вы имеете. Поэтому самое логичное, самое легкое – это впустить в свое окружение новых людей. Вот это же я понимала. Я когда слушала Андрея Артуровича, я понимала, все, за этим человеком я пойду. Потому что он раз в 100 меня больше получает. И он знает те вещи, которые я вообще даже не догадывалась. И до сих пор познаю его мотивы, его поступки, речи. Понимаете? Все. Теперь, дальше поехали. Второй пункт. 2 раза в неделю читайте. 2 раза в неделю что делать? Вот каждый день в академии быть, приглашать туда людей, сейчас про приглашать тоже скажем. И здесь что? 2 раза в месяц, в неделю проводить живые встречи. Но теперь вопрос. Живые встречи. Вот вы пришли к кому-то. И вы предлагаете нашу систему и наши продукты. Вы что в ответ получаете? Ну, где-то да, значит, да, я приду и так далее, где-то нет. Вот кому-то удается создать большую группу, да, а кому-то нет. Давайте разберем, вот кому не приходят люди. Говорят. Есть такие? Есть. Честнее. Есть. Теперь я отвечу на вопрос. Почему к вам не идут люди? И что делать? Хотите узнать? Да. Есть такая шкала. Называется энергия. Ну, ваша энергия. И вот смотрите. Ну, есть несколько уровней. Вот здесь состояние недовольства. Недовольство жизнью, недовольство собой, недовольство близкими, деньгами. Короче, вот все такое. Тут вот какое-то, ну, такое, будем называть его, я его называю нормальное состояние. Это состояние называется терпение. Я терплю. Ну, что делаешь? Вот такое какое-то. Здесь состояние благодарности. Благодарность, здесь принятие. А вот про принятие я в конце дам крутую технику, которая будет повышать вашу энергетику. Вот это надо будет делать. Без этого вы энергии не наберетесь, это будет сложно. Теперь смотрите. Кому будут приходить люди? Кто находится здесь или здесь? Выше. Чем выше вы находитесь, чем энергия больше людей к вам придет. Теперь вопрос какой возникает? Как туда добраться? Как повышать потихоньку свою энергию? Значит, кто создал большие группы и организации, у них что? Энергетиков, энергии много. Вот представим такую ситуацию. Вы, короче, недовольны кем-то, чем-то,
осуждаете кого-то, и в этот момент, подворачивается вам человек, которому вы рассказываете. Вы рассказывать-то будете с какой энергией? Энергией недовольства. Как вы думаете, этот человек придет к вам? Чем больше энергии вы излучаете, тем больше людей к вам приходит. Вопрос какой? Как мне это сделать? Как мне поднять свою энергию? Есть такой момент, я вам сейчас скажу, один момент, вы сразу поймете, как у вас с энергией, хорошо или нет. Вот вам легко удается, например, своих взрослых детей вы хотите обнять, понежить, а вот не делается. Да. Вот ты знаешь, что надо, и хочешь да, но не можешь, нет энергии на это действие. Есть такое? Да, бывает, да. Вот это очень мощный признак того, что вам энергии не хватает. У меня такое было. У меня старшие дети 28 и 26 лет. Но вот это было 2 года назад, когда я четко поняла, я хочу прямо выразить эту любовь свою, но не могу. Не могу, и выходит в чем? Какие-то претензии вместо того, чтобы выразить любовь. И вот охота же, да, мужу полностью вот его окутать. Не получается. И вот я нашла одну технику, которую я делала, и в течение года я полностью поменялась. И сейчас это выражение любви, это для меня естественное состояние. Хотите так? Да. В конце получите ядерную технику. Если вы ее будете делать, вам куча народу придет. И так мне удалось создать такую большую группу. Я знаю, что еще дальше мне расширяться надо. Поэтому, друзья, весь вопрос в том, что люди не идут в чем? Вот, в энергии. Теперь смотрите, когда энергии у вас больше, когда какая позиция? Давайте об этом. Есть, вот вы сказали, где-то сказали, не дают. Что это было? Я не получаю, а не дают. Ладно, забыла я. Есть состояние жертвы. Что такое состояние жертвы? Жертва – это когда вы обвиняете кого-либо. Когда вы считаете, вот, например, я так считала, если бы ты зарабатывал больше, говорил своему мужу, я бы не делала эти кредиты. Потому что как кредиты, да, как очередная выплата, мне, мандраж, стресс. И вот этот стресс, от этого стресса начинаешь что делать? Вот где деньги найти опять, ла-ла-ла, вот это начинается долго. И я получала такой ответ от мужа: ну ты же сама сделала эти кредиты. На что я немедленно становилась буквой «Ф» и говорила: если ты больше зарабатывал, я бы их не делала. Это я в явной позиции жертвы. Когда я считаю, что у меня в жизни плохо, потому что кто-то что-то там сделал. В принципе, 90% людей живут в состоянии жертвы. Ваша задача сейчас выйти из этого состояния. Понимаете? Поэтому, друзья, нам надо перейти в другое состояние. Жертва обвиняет, осуждает. Еще она что делает? Обижается. Вот что. Сейчас с обидой конкретно поговорим. Потому что если есть обида, вот смотрите, ваша энергия, да, я нарисую такую бочку. Вот это вы. И есть здесь определенное количество энергии. И энергия утекает. Почему у вас мало энергии? Дырочки есть. Дырочки – это обиды, осуждение, обвинение. Это все ваши дырочки. И сюда утекает энергия. Вы наполняете ее, а она все равно утекает. И вы никак не можете подняться отсюда. Понятно? Понятно. Теперь дальше смотрите. Если вы в жертве, значит, надо что делать? Перейти в какое-то другое состояние. А как это состояние назовем? Жертва обвиняет,
осуждает. Может, благодарность? Нет. Тут ключевое слово что? Ответственность. Ответственность. Здесь Творец. Вы переходите в позицию Творца. Мы созданы по образу подобия. Слышали такое? Мы созданы по образу подобия Творца. Мы все можем творить свою жизнь, а не быть жертвой обстоятельств. Не быть жертвой каких-то отношений. А для этого надо понять, что такое ответственность. Но вот когда я здесь скажу, главное качество этого человека – ответственность, теперь очень легко эту ответственность превратить в вину. И вам говорят, вот, ты виновата, что у тебя кредит. Я виновата. Вина перед детьми, что не додали в детстве, что работала много. У меня такая была вина. Вина там перед кем-то, перед мужем, что не сохранила брак. Потом же вы же догоняете все равно, что это вы были точно не в теме, короче, и брак разрушился. Что с сестрой, с братом какие-то отношения сложились. И когда вы говорите, вам говорят, ты перестань обвинять, а ты переходи в это состояние, вам кажется, что вы везде виноваты. Да? Вина – это как раковая опухоль. Если вы хотите развиваться, то из этой вины надо выходить. Из этой вины надо выходить очень простым способом. Надо признать, можно мне было думать, что и так далее. Это я уже углубилась в серьезные, там есть определенный этап проработок. То есть вину вы должны что делать? Не принимать в свой счет. Имеется в виду признать, что да, я так думала, но это не так. Понимаете? Но самая главная ответственность вы должны понять здесь, что ответственность не в том, что уже произошло вовне. Еще раз. Ваша ответственность должна заключаться не в том, что произошло уже вовне. Ваша ответственность заключается за ваше состояние. Помните схемку? Убеждение, мысли, эмоции, чувства, действия и результат. Вы же убеждения, установки не осознаете ведь? Вы можете нести за них ответственность? Нет? А мысли, эмоции, чувства вы осознаете? Вы можете осознать, что вы сейчас чувствуете? Какая у вас эмоция? Какие у вас мысли бродят в голове? Вы можете это отследить? Вот теперь, если вы хотите перейти в позицию Творца, ваша самая главная задача – взять ответственность за свое эмоциональное состояние. То есть понимать, что я чувствую. Потому что чувства решают все в итоге. И деньги тоже это чувство. Теперь поняли, где должна быть ответственность? Здесь и сейчас, что я чувствую, о чем я думаю. Вот. Поэтому есть упражнение, я вам сразу дам сейчас технику. Если вы его будете делать, у вас жизнь преобразится точно. Я ее делала много лет назад. Я когда прочитала «Трансерфинг реальности». Кто читал? «Трансерфинг реальности» Вадим Зеланд. Так, только в ноябре. Прочитайте ее. Это как раз самая первая модель мира, которую вы можете перенять и начать. Трансферция, да? Сейчас. Трансерфинг реальности. Вадим Зеланд, 5 книг. Сейчас. Трансерфинг реальности. Реальность. Есть диски продают. А в интернете его полно. Вместо того, чтобы слушать музыку в машине, да? Ставьте эту книгу и все слушайте. С любого места можно слушать. Вообще классно.
Вадим Зеландер. Но он очень мне помог в свое время. Я сейчас эту модель, конечно, развела, и то, что я вам даю, это уже более такая версия. Но первая модель ваша, вот она очень хорошо ложится. Вот с этой книги начинается та самая духовность в вашей жизни. Что такое духовность? Состояние. Духовность — это состояние души. Это какое-то внутреннее состояние. Так, я даю определение такое. Духовности довольно такое не... Вообще определений духовности мало. Даже если оно такое заковыристое, что ты там ни черта не понимаешь. Духовность ваша, у каждого есть своя духовность. Это система взглядов на мир. Система взглядов на мир, которая определяет вашу реальность в материальном мире. Система взглядов на мир, понятно? Теперь, если тебе хреновенько живется, значит, где надо работать? Где поменять надо что-то? Систему взглядов на определенные вещи. Когда ты меняешь внутри систему взглядов, это обязательно начинает отражаться вовне. Изменением твоей реальности. Понятно? Теперь дальше идем. Зарядка заканчивается.